В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши-Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. «Я рисую счастье». Выставка продажи работ воспитанников детского реабилитационного центра. Демонтировано 11 киосков. В Сухуми начались мероприятия по очищению улиц города от ветхих построек. Многофункциональное креативное пространство. Открытие студенческого центра в Агу. В Центральном выставочном зале Сухума открылась выставка продажи работ воспитанников реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями. Выставку посетил и президент Рауль Хаджимба, который приобрел одну из понравившихся картин. Репортаж Налы Ковы. «Я рисую счастье». Под таким названием открылась выставка продажи картин учеников реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями. Но разве можно сказать, что у детей, которые видят мир в таких ярких тонах и залитым солнечным светом, ограничены возможности? Конечно же нет. Сочные краски, пестрые цветы, солнышко практически в каждой картине. Глядя на эти рисунки маленьких художников, не возникает вопроса, почему выставка названа именно так. Картины говорят сами за себя. Баграту 9 лет. Ребенок с детства не слышит. После сложной операции слух его понемногу восстанавливается. Однако говорить мальчику пока тяжело. Мама Баграта говорит, что рисование – любимое занятие ее сына. В детском реабилитационном центре им оказывают квалифицированную помощь. Благодаря реабилитационному центру вообще ребенок у нас начал рисовать, потому что у нас попался замечательный педагог, вот Беня Эльвира, она очень хорошо рисует сама, и она заинтересовала его тем, что вот ребенок начал рисовать. Мы уже второй раз участвуем в этой выставке, в прошлом году тоже были представлены работы, но вот в этом году у нас вот динозаврики. Реабилитационный центр был открыт в Сухуми в 2015 году за счет средств, направляемых из Российской Федерации в рамках комплексного плана содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия. Центр оснащен самым современным оборудованием. За 3 года его существования здесь прошли реабилитацию более 500 детей. Несмотря на то, что детям очень сложно рисовать, они вкладывают в свои работы душу. И на рисунках это невозможно не заметить. Самое главное – поднять настроение ребенку, почувствовать себя нужным в обществе. Данная выставка дает эту возможность показать их потенциал, насколько они могут что-либо сделать. Их это очень радует, они очень щепетильно к этому относятся. И каждый ждет свою работу, смотрит, выставили или нет. Светшкола у нас, вспомогательная школа и Ачимчирский район выставили свои работы. Мы очень рады, что дети поддержали нас, и, естественно, их преподаватели. Работы очень интересные, сами видите, насколько возможно. Мы хотим, чтобы молодежные школы пригласили, чтобы поддержали этих детей и видели, что таким детям, которым сложно, что-то нужно помочь и быть рядом. И сами наши дети, которые имеют здоровье, как говорится, чтобы понимали, насколько жизнь сложна, и радовались тому, что им дал Господь, как говорится. Выставка продажи приурочена к 3-летию со дня образования центра для детей с ограниченными возможностями. Подобная выставка проходит уже 2-й год, но только в этом году она приобрела коммерческий характер. Все вырученные от продажи картин средства маленькие художники решили направить в благотворительный фонд «Киараз». Выставку посетил президент Рауль Хаджимба. Глава государства пообещал оказывать реабилитационному центру всяческую поддержку. Я благодарен вам, тем, кто работает вместе с ними, семьям, которые, несмотря на то, что вам трудно, создаете все возможности для того, чтобы эти детишки развивались. Спасибо вам за то, что вы есть рядом с ними. И мы, в свою очередь, будем делать все для того, чтобы этот центр был бы развивающимся, было бы внимание со стороны государства. Но мы должны быть нацелены на то, чтобы эти дети имели бы полную возможность быть полнокровными членами нашего общества. Президент Рауль Хаджимба также приобрел одну из понравившихся работ. Свою лепту в благое дело таким образом может внести любой желающий, купив одну из картин. Выставка «Я рисую счастье» призвана привлечь внимание общественности к проблемам детей с ограниченными возможностями, показать их талант и потенциал. Помощь в ее организации по традиции оказала компания «Аквафон». Выставка продажи продлится до 21 апреля. На Алакове Саида Гухава, Абхазское телевидение.
В соответствии с распоряжением главы администрации города Сухум Атгура Харази о демонтаже ветхих, нефункционирующих или самовольно установленных торговых объектов, расположенных в центральной части города Сухум, Управление архитектуры и землеустройства подготовило список из 11 объектов, расположенных от района Турбазы до центрального рынка. К демонтажу всех киосков приступили сегодня. Рената Шакая расскажет подробности. За все послевоенные годы в столице накопилось большое количество бесхозных построек, которые очень сильно портили облик города. Периодически городские власти сносят ветхие строения, но только после неоднократных предупреждений их владельцев. Вот и на этот раз 11 бесхозных киосков были демонтированы решением столичной администрации. Необходимую технику для демонтажа и перевозки всех объектов обеспечило коммунальное управление. Процесс демонтажа проходил с привлечением представителей УВД столицы, правового отдела администрации города, управления архитектуры и домоуправов. Следует отметить, что речь идет именно о демонтаже построек, а не о их сносе, чтобы владельцы строений могли бы их использовать в обновленном виде. Все хозяева были предупреждены, были установлены определенные сроки. Хочу сказать, что за то, что люди сами не привели в соответствие, мы выставили штрафные санкции за демонтаж, за перевозку вот этих вот киосков. Демонтаж 11 киосков – это только первый этап по облагораживанию облика города. Даже не у всех объектов нашлись владельцы. Установленные же хозяева были предупреждены о предстоящем демонтаже. Также было опубликовано соответствующее распоряжение, и информация была донесена до населения. На хранение и складирование демонтированных киосков отведено 2 месяца. Если в течение этого времени владельцы обратятся в столичную администрацию, чтобы забрать демонтированные постройки, то они смогут это сделать, заплатив за демонтаж и перевозку киосков. Но если за отведенный срок никто не объявится, объекты будут утилизированы. Это хорошая инициатива. Инициатива исходила из управления архитектуры по инициативе заместителя главы администрации Лейла Дзиба. Вот такая была инициатива – очистить город от старых павильонов. Эти наши глаза, наверное, привыкли, но так глянешь чужим глазом на наш город, вообще ситуация катастрофическая. И не только с павильонами, вообще состояние дорог у нас неважное, тротуаров, заезженная тема. И я думаю, что надо вообще глобально что-то менять распределение средств, менять вообще всю ситуацию, потому что так дальше продолжаться не может. Управление архитектуры администрации города Сухум приступает к разработке общей концепции по выработке единого образца киосков, расположенных в черте города. Они должны быть доступны по цене и, главное, не портить облик города. Рената Шакая, Тимур Гугухи, Абхазское телевидение. Больному ребенку срочно требуется помощь. Джопу Нестору Алмазхановичу всего 5 месяцев. У него редкая врожденная патология – атрезия желчевыводящих путей. Единственное лечение, которое может спасти жизнь ребенку – пересадка печени. Однако эту операцию можно сделать только тогда, когда малыш наберет вес до 10 килограммов. Ребенку уже проведена процедура гепатопортоэнтеростомия для поддержания жизни. Процедура сложная и дорогостоящая. На данный момент состояние Нестора ухудшилось. Он должен находиться под постоянным врачебным наблюдением. Его вывезли за пределы Абхазии. В институте Склифосовского проводится поддерживающая терапия, которая стоит больших денег – 500 тысяч рублей. Такая сумма неподъемная для семьи, которая просит о помощи. Деньги можно перевести на Киви кошелек 48 90 49 45 15 72 08 37. Вопрос изменения тарифов за проезд на общественном транспорте возникает периодически и затрагивает интересы и перевозчиков, и пассажиров. На днях на имя мэра Сухума Атгура Харазия поступило письмо от владельцев маршрутных такси и руководителей муниципальных автотранспортных предприятий с просьбой рассмотреть возможность повышения тарифов за перевозку пассажиров. Глава столичной администрации направил это письмо, как и положено, на рассмотрение депутатам собрания Сухума. Более 400 маршрутных такси на сегодняшний день занимается перевозкой пассажиров по городу Сухум. Стоимость проезда составляет 15 рублей, на автобусе 10 и троллейбусе 5.
Владельцы маршрутных такси уверяют, что стоимость проезда экономически невыгодна, не покрывает расходы на топливо и содержание автотранспорта. Решение об изменении тарифов на внутреннюю перевозку пассажиров принимает городское собрание. На рассмотрение депутатам и направил письмо водителей глава столичной администрации Адгур Харази. Хочу сказать, что депутаты очень тяжело относятся ко всяким видам повышениям. В сегодняшний день доходы граждан не выросли, даже в некоторых моментах даже упали, а тот социальный слой, который пользуется маршрутным такси и автобусом, так им вообще сейчас в сегодняшний день очень тяжело, еще и добавлять было бы совершенно неуместно. Но какую-то середину все равно придется находить. Комиссия поработает, о результатах мы вам сообщим. Что касается тарифов междугородного сообщения, то здесь цены устанавливаются Кабинетом министров Абхазии. Последний раз тарифы менялись в 2016 году. Мы предоставляем Кабинет министров цифры, экономические расчеты, и после нашего обращения в Кабинет министров они выносят постановление. Я бы хотел сказать населению, сегодня, кроме того постановления, которое имеется от 14 июня 2016 года, других постановлений нет. 1 рубль 62 за 1 пассажир-километр, это в автобусах. В микроавтобусах 1 рубль 80 копеек за 1 пассажир-километр. Еще один немаловажный фактор. У пассажиров очень много нареканий по поводу технического состояния автотранспорта. По словам Рабистана Габлия, в управлении действует транспортный отдел, сотрудники которого периодически выезжают на маршрутные линии и следят за ситуацией по безопасности общественного транспорта. Да, парк изношенный. От этого мы никуда не денемся. Но поймите правильно, когда владелец автотранспортного предприятия приходит в управление транспорта, чтобы получить наличие необходимых документов для занятий коммерческой деятельностью, в первую очередь мы получаем от ГАИ МВД Республики Абхазия техосмотр, где есть, что машина технически исправна, пригодна для извоза пассажиров. Таким образом, пока никакого решения об увеличении тарифов за проезд нет. И если водители транспортных средств требуют с пассажиров новую цену, то это абсолютно незаконно. Очамчира готовится к летнему периоду, а соответственно и к курортному сезону. Жители города откликнулись на призыв районной администрации принять участие в общегородском субботнике. На уборку улиц и близлежащих территорий вышли работники администрации, городских учреждений и просто неравнодушные жители. Ведь чистота в родном городе – дело общее. Все горожане, которым не безразличен внешний вид нашего города, сегодня вышли, проявили инициативу. Каждый на своем участке к прилегающей зоне проводит такие очистительные работы. Мы надеемся, что вот такие вот субботники будут способствовать тому, что в наших городах станет намного чище, намного красивее. Правда, людей было не так много, как хотелось бы. Но, по словам главы администрации Очамчирского района Хрипса Джопуа, остается надеяться, что люди осознают, что чистота и порядок нужны не только гостям, приезжающим в город, а в первую очередь им самим. В городе Очамчира пустующих домов, незадействованных зданий, сооружений очень много. Но это не означает, что мы не должны там наводить порядок. К большому сожалению, если у нас получилось, наши трудовые коллективы, все организации откликнулись на наш призыв и вместе с нами, в общем, занимаются уборкой территории. К большому сожалению, такого не наблюдается у наших людей, у частного сектора. И еще раз мы их призываем. Это просто-напросто, это нужно нам, а не кому-либо. Надо вокруг себя убрать. Вот все-таки лето на носу, ждем отдыхающих. Веники, грабли, лопаты – в этом деле все средства хороши. Не обошлось и без техники. Основная часть дел легла на мужские плечи. Они покосили парковую зону, очистили от бытового мусора заброшенные здания, подрезали ветки деревьев и покрасили их стволы.
К участию в субботнике подключились работники ЗАГСа, милиции, банка, Дома культуры, а также многие сотрудники других учреждений. Общими усилиями большая часть территории города была очищена от мусора. Жители, которые приняли активное участие в общегородском субботнике, в один голос говорят, что подобного рода мероприятия нужно проводить чаще. Имеем возможность привести наш город в порядок, чтобы он был чистый, красивый. Это весна, и природа, и все обновляется. И очень хочется, чтобы наш небольшой, но такой прекрасный город тоже встретил весну и умытым, чистым, красивым. Как уверяют организаторы и участники субботника, работы по облагораживанию Очимчиры будут проводиться до конца месяца. Благодаря общему делу многие уголки города стали чище и уютнее. Именно такими они и должны быть всегда. Сарес, Мэрастамур Гожба, Абхазское телевидение. Завтра, 19 апреля, в Сухуми пройдет второй съезд политической партии АПСН. На съезде планируется утвердить цели и задачи партии, а также обсудить общественно-политическое, экономическое и социальное положение в стране. Национальное согласие и единство — под таким девизом пройдет политический форум. А в Москве в Международном сообществе писательских союзов завтра состоится презентация сборника стихов современных абхазских поэтов «Сухумская крепость». Сборник издан в Москве при финансовой поддержке сообщества. Составитель сборника – председатель Союза писателей Абхазии Вахтанг Абхазоу. 25 апреля в Москве состоится показ 7 короткометражных художественных фильмов на абхазском языке по мотивам новелл Михаила Лакарба. Показ фильмов приурочен к 60-летнему юбилею московской абхазской диаспоры. Об этом сообщает пресс-служба МАД. Цель показа – представить новеллы многочисленным абхазским зрителям, проживающим в Москве, и тем, кому интересен возрождающийся абхазский кинематограф. В Агу состоялось открытие студенческого центра, который был инициирован активной группой студентов университета при поддержке программы развития ООН. В церемонии открытия центра приняли участие руководители университета, представители студенчества, преподаватели Агу и выпускники вуза. Данный студенческий центр станет площадкой для реализации образовательных, творческих и культурных мероприятий, уверены инициаторы идеи. Цель студенческого центра – предоставление студентам университета многофункционального креативного пространства для разностороннего развития молодежи. Мы планируем проводить в данном студенческом центре различные мероприятия, встречи с интересными людьми, деятелями искусства, госслужащими, на которых в формате вопрос-ответ будут обсуждаться различные темы. Мы также будем смотреть различные документальные фильмы, что будет способствовать более углубленному освоению учебного материала. В выделенном университетом помещении программа развития ООН произвела косметический ремонт, оформила дизайн интерьера и оснастила центр необходимым современным интерактивным оборудованием. Нам очень повезло на каждом этапе того процесса, когда мы пытались вдохнуть в эту комнату всю нашу душу. Нам очень повезло с нашим дизайнером. Отдельно хочется сказать, что мы не первый год работаем с университетом. Надеюсь, мы работаем плодотворно, не подводили вас. Представители ПРООН выразили готовность и впредь поддерживать инициативы АГУ, направленные на расширение преподавательских и образовательных возможностей. Также представители ПРООН подчеркнули, что они надеются на развитие студенческого центра в качестве платформы, которая будет способствовать повышению уровня образования и активности участия студентов в жизни университета. У нас союз студентов не останавливался ни на один день, работа не прекращалась. Все мероприятия, что проводятся в университете, конечно, мы обсуждаем со студентами. Это их жизнь, это наша надежда. Мы верим, что вы достойно везде нас будете представлять. Сегодня просто у вас появились огромные возможности. В течение текущего учебного года ПРООН также намеревается открыть в Агу Центр по изучению языков при филологическом факультете и провести курс для студентов и молодых преподавателей университета по навыкам академического письма. На Алакове Беслан Джинджоля, Абхазское телевидение.
Утверждены даты экзаменов для кандидатов, поступающих в российские вузы по квотам через представительство Россотрудничества. Экзамены будут проходить в АГУ. 23 апреля абитуриенты будут сдавать математику, 24 апреля химию, 25 обществознание, 27 русский язык. Начало всех экзаменов 10 часов утра. 26 и 28 апреля состоится комиссия по апелляции. По всем вопросам обращаться по телефонам 223 33 53, 223 33 54. И о погоде. По сообщению Гидромедцентра, завтра в Абхазии ожидается облачность с прояснениями. Ночью и до второй половины дня преимущественно без осадков. Во второй половине дня и вечером ожидается дождь. Температура воздуха ночью плюс 8-13, днем плюс 14-19 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.